Больше миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами. Объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджета с 2011 года вырос почти вдвое, но в то же время из-за бюрократических процедур на оформление части заказов на лекарства уходит много времени. В ситуации разбирался наш корреспондент Афанасий Николаев. Здесь лежат у нас препараты по муниципальной льготе. Обслуживаем поликлиники МВД, пятую, ДВОМС. Вот, например, лежит препарат Майфортик. Стоит 32 тысячи. Получает больной пятой поликлиники. Ну, то есть вот у вас индивидуально вот эти лекарства вот так вот приходят эти и индивидуально адресно лекарства поступают? тоже, да. Вот препарат Сандимун. Тоже получает больной МВД. Тоже стоит 15 тысяч. В муниципальной аптеке номер 106 больше 1000 льготников. Все они бесплатно получают лекарственные препараты, причем независимо от рыночной стоимости лекарств. Препараты есть дорогостоящие, есть не очень дорогие. Так, например, по больницам Минздрава идут препараты для онкобольных, которые стоят, конечно, больше 100 тысяч, больше 200 тысяч. И они их бесплатно получают? Они их бесплатно получают. Всего действует 5 льготных категорий. 3 из них муниципальные и региональные. Бесплатно получают лекарства ветераны, больные с орфанными заболеваниями и льготные категории населения, согласно постановлению правительства номер 890. Еще 2 категории льготников проходят по федеральным программам. При этом я озвучила программу 7 высокозатратных нозологий. Там у нас 511 человек. Это 511 человек, которые получают лекарственное обеспечение от федералов. То есть эта сумма на них приходит. И мы в соответствии чем болеет, мы закупаем лекарственные препараты. При этом есть еще федеральная программа. Это достаточно серьезная программа. Туда входит сахарный диабет, туда входит онкология. И это все заболевания, которые нуждаются в лекарственной помощи вот сегодня, здесь и сейчас. И именно в федеральных программах и лежит корень проблемы. Из-за целого ряда антикоррупционных регламентов и бюрократических процедур, подачи заявки, получения средств, а затем объявления конкурса на закупку препарата. В итоге на оформление лекарств одному пациенту уходит до нескольких месяцев. Вот мы, допустим, начинаем закуп. 4-5 месяцев у нас уходит только на то, чтобы соблюсти все процедуры, чтобы этот лекарственный препарат пришел в республику и попал конкретно в руки к пациенту. 4-5 месяцев. Минздраву, чтобы спасти пациентов, фактически приходится идти на нарушения, брать деньги в долг у аптек под гарантийные письма или, что немаловажно, использовать средства из региональных и муниципальных программ для федеральных льготников. Проще говоря, вместо панадола для ребенка до года или бронхолитина для ветерана труда, Минздрав вынужден покупать лекарства для онкобольного. Мы сегодня спасаем. И вот это население, которое, допустим, сегодня не получили лекарства по вирусу, не получили по бронхиту, там, допустим, да, не получили по какой-то заболеванию, по гастритам, если они не получили эти лекарства, то они должны знать, что сегодня эти средства, они к ним вернутся, но только гораздо позже. Но они сегодня спасли жизнь тех людей, которые вот без лекарств могли просто погибнуть. Из-за многоэтажности механизма финансирования лекарств для пациентов, которые должны обеспечиваться в первую очередь, страдают все. И ничего сделать нельзя, пока не изменится федеральный закон. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.